Добрый вечер, это Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Учебный год подходит к концу, начинается пора выпускных экзаменов. Буквально вчера глава Якутии Айсен Николаев объявил о том, что все выпускники, получившие по 100 баллов за ЕГЭ в юбилейный для нашей республики год, получат по 100 тысяч рублей. Такая мера поддержки должна еще больше замотивировать школьников на успешную сдачу экзаменов. О том, насколько такая мера была хорошо воспринята детьми, а также что ждет школьников этим летом, мы поговорим с нашей сегодняшней гостьей. У меня в гостях министр образования и науки Республики Саха-Якутия Ирина Любимова. Добрый вечер, Ирина Павловна. Добрый вечер. Ну что ж, давайте с обсуждения главной новости начнем. Как вы считаете, насколько вообще это действенно и сколько у нас 100 бальников ожидается примерно? Мы же всегда примерно знаем. Да, мы, во-первых, очень рады, что вчера, 25 мая, день последнего звонка по всей республике, глава республики Айсен Николаев нам инициировал поощрить наших детей 100-бальников. 100 тысяч, вот премия такая. Никогда такой премии не было, поэтому мы очень рады за детей. Дети особенно, они готовятся на еще больше, активнее, да. Ну и, конечно, родители звонили, тоже благодарили, что есть такая мотивация у детей, вот. На самом деле, она вот неожиданная такая инициатива, и она, конечно, поможет детям еще раз подготовиться к экзаменам. Думаю, в прошлом году их было 30, а до этого было 35. Поэтому мы ожидаем еще больше таких 100-бальников. Угу. А какие школы у нас обычно показывают хорошие результаты по экзаменам? Да, это не только городские школы. Мы же знаем, что у нас есть хорошие школы на уровне Российской Федерации, которые успевают, такие успехи имеют. Это городской лицей якутский, физико-технический лицей, республиканский лицей. Но и были дети в прошлом году, и даже с районов, с Медино-Кангаласского района были. В общем, с города Мирного были. В общем, дети всегда показывают в разных районах стабильный результат. Это независимо от того, где они учатся. А пока непонятно, как вот эта сумма, они будут распоряжаться, просто им 100 тысяч, или они должны потратить это на обучение именно целенаправленно? Обычно такие дети очень мотивированы же бывают, да, на обучение, поэтому я думаю, что они только на обучение. Поступят на бюджет, наверное, да? Купят средства для обучения, полезные, современные, да. Как но на ноутбук да, может хватить? Да, может быть, да. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в WhatsApp на номер 8 914 235 05 02. А вот как вы считаете, вообще то, что в школе много 100-бальников, это прям прямой показатель того, что нужно детей именно в эту школу постараться отдать? Или у всех есть шанс? А я бы так не думала, потому что каждый ребенок по-своему, он способен на, может быть, по спортивному направлению, например, да, по художественной самодеятельности, или как просто активист общественной такой жизни, школьной, да, поэтому любая школа, она хорошая, лишь бы дети были активные, учителя, конечно, ради детей, всю воспитательную систему так быстро, ради ребенка, ради интереса, инициатив детей, вот эта школа, конечно, будет лучшей. На самом деле нет плохих школ, я думаю. А, кстати, как вы относитесь вот к инициативе убрать слово «услуги» из определения образования? Я на самом деле сама вот лично поддерживаю как руководитель, потому что это на самом деле не услуга. Это то, что мы делаем, обучаем, воспитываем детей. Мы не оказываем им услуги, а мы просто этим занимаемся от всей души. И правильная трактовка, конечно, организации вот, воспитательной, образовательной деятельности детей. Ну да, потому что, если вдуматься, то услуга это такое, что клиент всегда прав, да, и он может возмутиться, что ему не так оказывают эту услугу. А потом понимаю, что это должна быть платная услуга, вот такое тоже понимание есть, поэтому у нас образование в нашей стране, она бесплатная, поэтому услуга, слово «правда» не подходит. Все понятно. Давайте вернемся к экзаменам и дадим ребятам практический совет, как нужно готовиться, потому что тут же важно не перенапрячься, да, чтобы иногда же некоторые ответственные ребята бывает так, что вообще головы не поднимают, да. Некоторые советуют вот все учить, потом накануне экзаменов там
расслабиться или в Да. последний вечер. Да, да, бывают разные ситуации Вот. у детей. Как вот Да, лучше? дети разные. Дети очень разные, кто-то очень мотивирован, а кто-то вот надеется на успех, да, ведь поэтому Мы вот совет- раньше пятачки клали там под Да, может быть, разные у нас были. Да. в обувь. Ага. Ага. Поэтому надо сказать, что детям совет дать, как готовиться к экзаменам, как вообще настроиться к экзаменам. Но я думаю, это, во-первых, это умелое планирование дня, планирование недели. Надо просто умело готовить, читать уроки в свое время. И в свое время нужно время найти для отдыха, для расслабления, для сна, для хорошего питания. Самое главное, чтобы рядом были люди, родители, которые поддерживают, чтобы было спокойствие в семье в эти дни особенно, да. Поэтому вот такой совет, наверное. Ну и бессонные ночи перед экзаменом, в общем, она Поэтому я рекомендую просто не спасет, да? выспаться. Да, Погода не спокойно. сделает. Да, да. Ну что ж, учебный год у нас подходит к концу. Давайте какие-то итоги подведем. Что у нас такого было, чем учителя наши отличились. Да, чем учебный ученики. год, как и последние 3 года, необычный был. Мы до Нового года, конечно, дистанционная форма обучения она преобладала у нас. С Нового года, с января, февраля мы начали очно учиться, поэтому, опять-таки, учебный год, он такой же необычный, как и все предыдущие года. Вот, поэтому и успехи этого года, связанные с этим, нам, конечно, нельзя было выезжать на всероссийские соревнования, там конкурсы и так далее, но, несмотря на это, наши дети имеют успехи в этом году. Это и предметные олимпиады. У нас 5 призеров Всероссийской олимпиады по физкультуре, по географии. Ну, такие сложные предметы, они по русской литературе. Это стать призером, это очень большая, ну, результат большой работы, я считаю, да. Есть, конечно, спортсмены, которые тоже достигли свои достижений спортивные. Особенно хочу отметить, что ученица 8 класса гимназии Якутской стала чемпионкой на Дальнем Востоке по шахматам. Это тоже большой результат среди взрослых женщин, кстати. Вот. А есть и результаты среди наших студентов. У нас WorldSkills уже не первый год идет всероссийский. У нас есть и золотой медальон, и бронзовый медальон, и 10 поощрительных таких за профессионализм медальонов. Поэтому в этом году, как и в предыдущем, у нас есть такие хорошие успехи. Но по WorldSkills традиционно якутская команда сильной считается, Сильная. да, по-моему, с самого начала еще этого Да. чемпионата, с первого. Да, у нас и правительство поддерживает, условия созданы, ну и дети мотивированы к этому. Вот есть вопрос от зрителя. В прошлом году на форуме классных руководителей Якутию достойно представили учителя из разных районов. А могу ли я в этом году претендовать на это право и стать участником форума? Кто проводит отбор? Да, проводит отбор Министерство просвещения Российской Федерации. Это очень полезный такой форум. Отбирают по проектам, которые сами выставляют. Это обычно в марте месяце происходит. Поэтому, так как март прошел, можно следующий год объявиться. Но я так понимаю, что у нас все-таки в этом году частично вышли обратно на очное обучение дети. Вот, ну, к концу года особенно, да. И вот вы сказали, что ЕГЭ в прошлом году было там 30, позапрошлом 35. И вообще пандемия, она сказалась на качестве образования, вот онлайн-обучения, этот, которое 2 года мы сидели? Вы знаете, как-то я боюсь об этом сказать, потому что сейчас, вот сегодня, как раз сегодня день первого экзамена ЕГЭ сегодня. По 3 предметам мы сегодня начали ЕГЭ. За результаты немножко боюсь сказать, потому что эти дети наши у нас сегодня, которые сдают ЕГЭ, они ОГЭ не сдавали. Вот. Как раз из-за пандемии. Из-за пандемии. Вот поэтому про качество образования мы, конечно, вот результаты ОГЭ, ЕГЭ видим, да, ну и, конечно, сами вот академические результаты наших детей. А если сравнить прошлые года, прошлый, позапрошлый год, баллы, значит, по русскому языку, по, значит, истории, по химии были, они, ну, соизмеримы с российскими результатами были. Они неплохие на самом деле. А по сравнению с нашими же якутскими прошлыми результатами? Они на том же уровне. На том же уровне, да? Да. Ну, хорошо, про ЕГЭ не будем говорить, чтобы не сглазить, действительно, да, чтобы... Вот. А так вообще, конечно, все-таки ОГЭ — это какая-то
подготовка к ЕГЭ, ну, то есть репетиция генеральная, так скажем, да. Да, это Ребята одна даже, из- которые не да. поступают, ну, потом не уходят в СУЗы, они, ну, по крайней мере, знают уже, что такое экзамены. Да, правильно. Может быть. Это одна ступень образования, основная ступень. Мгм. Да. Скажите, а вот санкции, они как-то вашу сферу затронули? Конечно, у нас есть, конечно, вот санкции, которые, в общем, нам запретили использовать в учебных целях, в учебной деятельности иностранные ссылки для организации учебного процесса, Zoom? Zoom и так далее. Инстаграм мы тоже пользовались. Теперь у нас есть своя платформа. Она недавно презентована, «Моя школа» называется. Это, значит, платформа, она, ну, такая единая система, где все, значит, платформы будут работать только признанные, одобренные Министерством просвещения Российской Федерации. И она заработает с 1 сентября будущего нового учебного года в школах по всей России. А с 1 января 2023 года она будет обязательная во всех школах. Это российская разработка, Это российская разработка, да. Поэтому мы не страдаем нисколько от того, что иностранных платформ у нас нет. У нас есть сфера, сейчас, на которой мы работаем. Нет, уже. ну просто дети Да. привыкли к Zoom и Дискорду, да, в основном, я так понимаю. Но там же бывают случаи, я просто знаю, у меня дочка в школе учится, и у них был случай, они перешли как раз на какую-то российскую платформу, и там взломали, в общем, начали писать во время урока какие-то посторонние вещи оскорбительные прямо в чате. Ага, ну, это в начале апробации этих платформ наверняка было, это весной этого года, но в этом году, вот в мае месяце нам сказали, что это доработано, и поэтому с 1 сентября нас рекомендуют, обязывает туда. Ну, она уже к 1 сентября, наверное, будет достойно разработана, там, защищена от всего и так далее. А давайте поговорим теперь про детский отдых. Начнем, наверное, с Якутии. Какие лагеря у нас работают, как туда ребенка отправить, кто может рассчитывать на бесплатную путевку или сколько стоит платная. Ну, в общем, все хотим знать, хочу все знать. Да, ну, уже пора, когда мы говорим о летом. Летний отдых, как всегда, у нас организуется в пределах республики и за пределами республики. А в республике у нас, как всегда, вот дневные лагеря будут и выезды детей. Ну, дневные лагеря при школах, это ну, почти при всех школах у нас, да, площадки, дневные лагеря. А вот если, ну, как мы привыкли отправить ребенка в лагерь на смену? Вообще, когда ребенка отправляем в лагерь, не надо этого бояться. Дети всегда такой возраст подростковый, они хотят общаться друг с другом, себя реализуют, находят много друзей. Поэтому родителям я бы рекомендовала, чтобы в подростковом возрасте они часто ездили в дневные лагеря в начальной ступени и в средние вот такие стационарные лагеря. Они у нас есть, стационарные, более 500 лагерей в республике. Вот. А выезды, конечно, в разные другие районные лагеря или лагеря у нас республиканские, как Сосновый Бор. Вот у нас есть большие лагеря Кескиль, например, да, которые в городе Якутске. Тоже набираем детей из районов. Цена она такая же, как в прошлом году, на 10% только удорожание у нас. А какая цена? Она у нас разная. Вот, Ну, примерно вот порядок стоимости путевки. Ну, 20-25 бывает, вот так вот. За смену За это, смену, да? 25 дней. 25 дней. Да. А там работает же этот туристический кэшбэк знаменитый, что с картой «Мир» платишь, Да, и с обратно, прошлого года. Это и очень обратно удобная 20% тебе на карту падает. Да, правильно, эта система. Вот все стационарные лагеря, которые у нас аккредитованы в реестре, они вот кэшбэк 50% от стоимости путевки с прошлого года по карте «Мир». Вот, родители все это знают. Вот, или онлайн, когда покупают путевку в лагерь. А куда нужно вот обращаться, чтобы... Обращаться, вот, да, это очень такой вопрос интересный, да, когда родители через госуслуги регистрируют, ну, не покупают, а просто записываются. А записываются в лагеря,
куда они хотят в пределах республики. А документы нужно донести в этот лагерь, донести, потому что пока еще это у нас такая система еще не доработана, но мы в этом году это сделаем, чтобы и прием документов было в онлайн-системе, в электронной системе. То есть сейчас все-таки нужно документы сами Да, нести потому конкретно что, в лагерь. Конечно, ребенок приходит с документами. Вот так вот. Ребенок же сам приходит. Там, конечно, медицинская справка за 3 дня, чтобы все Отсутствие потребы- инфекционных Да, заболеваний. Да. Поэтому все равно дети приходят с документом. Они же приходят в лагерь. Вот тогда. А какое-то вот, централизованное есть место, где путевки на все лагеря или там сайт Есть, какой-то? бывает, и ярмарки прошли недавно, и еще будут. И через, значит, администрации школ и районов можно приобретать путевки. Мы вот Сосновый Бор круглогодичный, который у нас работает не первый год, квоты раздаем по всем районам, и через управление образования можно приобрести. А, кстати, кто может рассчитывать на бесплатную путевку? Бесплатная путевка, конечно, это дети, которые из малоимущих семей, может быть, дети-сироты. Льготы есть, конечно, восстанавливать. Мы же в этом году финансирование на организацию летнего отдыха, так же, как и в доковидное время, нам выделено более 300 миллионов рублей. То, что мы хотели, какую сумму, то и получили. Вот. А в этом году еще есть новая программа «Дети Арктики». Вот она федеральная, поэтому для арктических районов 13 отдельная квота есть прямо с районных центров до места отдыха. То есть, например, Оленек, Якутск, с Якутска до Москвы, до места отдыха, например, Краснодарский край и обратно до Оленька. Оплачивается вот этот за счет проезд, федерального бюджета? За счет федерального бюджета «Дети Арктика». Да. Ой, как здорово. То есть это нововведение этого года. И это, получается, наши 8 прежних и 5 новых арктических. Все 13 арктических районов. Там всего 322 места. На каждый район, конечно, хватает. Там отбор делают в районе. Дети из малоимущих семей приоритетно должны выезжать. Да. То есть это нужно в районное, муниципальное, свое управление образования, управление образования решает. Или в школу? Управление образования района. Да, района. А у многодетных есть льготы? Многодетных тоже льготы есть, тоже конечно. льготы. Да, льготы всегда были, они есть. Нет, то есть вот я понимаю, что есть бесплатные путевки, совсем полностью, да, которые на себя государство берет. Есть вот льготные, там, частично, которые родители, когда не полную стоимость оплачивают, а вот часть. Да, такие лагеря тоже есть. Разновидностей лагерей у нас очень много. Есть частные лагеря, есть, не лагеря называются они, а как центры, как организации досуга детей, платные услуги оказывают и частные лица у нас, поэтому стоимость, они полностью стоимость оплачивают. Да. Ирина Павловна, вот есть вопросы из WhatsApp. Мама из Якутска пишет: наш садик закрывается на ремонт, бабушки с дедушками у нас далеко, сидеть с ребенком некому. Могу ли я на время перевести дочку в другой садик? На лето? И как это сделать? В летнее время. Да. Если это город Якутск, для города Якутска я хочу сказать, что есть муниципальные сады города 3, которые имеют дачи, летние дачи. Это нужно обратиться в управление образования города Якутска, городского округа, и там по заявкам родителей они принимают. А есть и частные сады, которые летом работают. Но я еще хочу сказать, что частные сады, там, где они приобрели поддержку по путевку по, национальному проекту «Демография», там стоимость путевки, стоимость взноса такая же, как и в муниципальных садах. Они круглогодично работают, многие летом работают, которые именно по этой поддержке, национальный проект «Демография», имеют места. Это, тоже федеральный. Тоже интересно, да, для родителей города Якутска. Вот еще вопрос от телезрителя. Живем в микрорайоне Прометей. В этом году вроде как откроют школу, но мы ходим в 2 класс, ребенка возим в ДСК в 6-ю школу. Будет ли нас ждать место по прописке? Стоит ли переводить ребенка? Да, прекрасная школа уже скоро откроется, она уже готова, мы недавно были. Школа большая, она будет самая большая пока в республике, первая. Вообще самая большая? Да, За сколько мест на 990 мест.
Вот, Ой, это объем такой большой. ой, ничего Очень себе. красивая школа будет, там несколько спортивных залов, очень большая библиотека, столовая. В общем, все удобства для детей будут. Конечно, по прописке будут принимать детей с 1 класса. Там будет параллельный класс по разным языкам обучения на родном якутском, на родном русском. Вот, как будет по заявлению родителей набираться классы, столько и классов будет. Разные направления классов будут, инженерные, там, гуманитарные классы. В общем, концепция школа уже, одна концепция готова, управление образования уже разработали, поэтому школа, конечно, с 1 сентября будет ждать детей. А какой номер у нее будет? Ну, это город Якутск решит, какой номер. Может быть, сейчас 51 школа, 52 наверное, будет. А почему вот самая большая вдруг на Прометее? Там столько детей? Там столько домов больших, красивых, хороших. Ну и территория, наверное, позволяет построить школу, поэтому построили там. Ну, думаете, она наполнится, да, жителями Наполнится. микрорайонов? Да, Или наполнится. из других районов будут туда тоже возить? Ну, я думаю, что в городе Якутске 22% детей обучаются во вторую смену. Так что спокойно у нас заполнится эта школа. Вот еще один вопрос по поводу международной арктической школы. Вот как туда попасть ребенку? Ага. Ну, это уже 3-й год набирает школа. Кстати, в этом году 1-11 класс выпустился этой школы. Международная арктическая школа набирает набор детей. Сейчас вот 7-й, 8-й класс был, 6-й вот будет. И, в общем, отбор по конкурсу там для районов северных арктических своя отдельная квота, для центральных районов отдельная квота. То есть конкурс не одинаково для всех проходит, а чтобы имели дети возможность из северных районов поступить и центральных районов. А из Якутска детей берут туда? Конечно, берут. Тоже как центральный район они считаются, да? Да, считаются. Там конкурс большой. Испытания, конечно, по всем. Ну, есть порядок проведения. Но это нужно в конкурса. самой школе, наверное, узнавать. Да, это на сайте школы можно узнать. Обязательно, кстати, нужно знание иностранного языка, английского языка. Изучение вот английского языка как предмета. А дети у нас бывает и в школах изучают немецкий другой язык, бывает, другой да. язык, а там английский язык. Ну да, и поскольку там не с 1 Да. класса набирает, то английский Да. уже должен быть в каком-то виде. Да. Сейчас, кстати, даже я вот рекламу слышала по радио, там курсы английского какие-то рекламируют и говорят, готовим к поступлению в Международную арктическую школу. Вот. Все стараются готовиться, да. Потому что конкурс большой. А, кстати, выпуск вот как там, ну, то есть, вы же говорите, там первый выпуск. Ага. Вот. Пока школа обычно же по работает, выпуску смотрят. у нас Поступили они 100% все? Пока нет, в этом году только. В этом году, вот в сейчас этом будет, году, да? То есть посмотрим, Сейчас как они посмотрим, ЕГЭ сдадут и да. какие результаты, Да, куда они поступят. да, ожидаем. Ясно. Так, ну давайте к детскому отдыху вернемся, да, и вот если мы про якутские лагеря все обсудили, а вот если за пределами региона? Да, за пределами, как и в те годы, традиционно у нас это лагеря, все союзные такие центры отдыха детей, Артек, Орленок, Океан, лагеря вот Краснодарского края все. Они, конечно, по квоте нам дали свои квоты, мы приобрели уже путевки, уже забронировали все билеты. В общем, дети будут до Москвы на самолете, а оттуда на поезде. Цель – безопасность детей. Вот, поэтому 1449 путевок у нас есть, распределены по районам. Вот. В общем, работа вовсю идет. Но это опять же решает управление образования, да, района или города, соответственно. Обычно детей отправляют как поощрение за хорошие вот учебные результаты, таких общественных лидеров отправляют в районы. Ну, это как вот в советское время было, что вот в Артек это, или там в Орленок, это же очень прямо хорошая мотивация. заслужил и поедешь. Да. Учебой и своими там делами. А вот не страшно ли отправлять Я думаю, туда детей? да. Сейчас, наверное, родители задают такой вопрос, все же готовятся, дети рады. Вот как раз сегодня на уровне правительства Российской Федерации этот вопрос тоже поднимается. Совещания идут, все мы готовимся, лагеря готовы.
безопасность учреждений еще раз проверяется, но и поэтому мы еще раз сегодня в этом году издаем еще приказы, конечно, инструктаж для сопровождающих делаем, и для детей делаем. В общем, мы и так создаем, и должны создать самые безопасные условия для детей наших. Ну, в общем, вопросом занимаются. Занимаемся. И на контроле стоит. Да. Значит, не опасно. Вот еще вопрос от телезрителя. Хочу поработать вожатой. Заканчиваю второй курс пединститута. Хочу поработать с детьми. Куда обращаться? Ну, это очень хорошее желание. Будущий педагог, конечно, начинает такую практику педагогическую, да, в детском лагере. Это здорово. Если есть такое желание, мы обучаем их. Недавно прошли курсы подготовки вожатых. А если еще есть желающие, да, мы можем еще раз подготовить на базе Соснового Бора. У нас Сосновый Бор является таким центром организации детского отдыха детей. Но это, кстати, не только будущий педагог, но и любой студент может Любой ведь? может, любого института, факультета могут. Там дается сертификат, что он подготовленный уже вожатый. А сколько обучение занимает времени? Ну, это зависит от программы. Она небольшая программа, на самом деле. В часах 72 часа, более 50 часов, может быть. Да. Ну, в общем, самое главное – это любовь к детям, да, и, да, наверное, самое желание. желание да. и ответственность. Вот еще один интересный вопрос. Ребенок, сын проблемный, со сложным характером. Воспитываем мама и бабушка, не можем справиться. Насколько будет правильным отдать его в кадетскую школу? Кадетскую? В кадетскую. Да. Но воспитание сына для матери без отца, конечно, сложно. Сложно будет, но я думаю, в кадетской школе, конечно, одни мальчики, там немножко такое военно-патриотическое воспитание, там мужчины очень такие строгие такие, да. В общем, конечно, есть вся программа и воспитательной, и учебной деятельности там. Набирает школа после 7 класса ежегодно, могут обратиться. Вот с конца мая идет как раз набор. Могут на сайте тоже обратиться, через сайт учреждения можно узнать. Можно, почему бы и нет. А, кстати, вот те дети, которые хотят работать летом, им что делать? Есть ли какое-то организованное что-то? Да, через Министерство труда. Нет, через Центр занятости у нас ГКЗН раньше вот, волонтерское движение и так далее было, которое оплачиваемая работа. Вот. Ну и лагеря труда могут. С 14 лет ребенок 14 лет может работать? Может, по закону может, да. И до 14 даже разрешается работать в сутки 4 часа. На самом деле по закону. Разрешается. Тоже можно, но да? не заставить. Это по желанию, да, родителя. С письменного разрешения родителей. С письменного разрешения. Поэтому же у нас дневные лагеря. Там мы в этом году активно инициировали там приусадебные хозяйства, картофель, там овощи выращивать. Конечно, дети будут поливать. Но это, конечно, согласие родителей. Это полезный отдых будет. Ну, я так понимаю, что это вопрос из Якутска, потому что в районах-то как раз с этим обычно все организовано достаточно хорошо, потому что там вот и агрошколы, да, при которых же дети работают. Я знаю, что вот на севере у нас там есть школа, у них там рыбу ловят и вот прям консервы делают при школе тоже. Это трудовое воспитание детей, оно очень полезно. Воспитывает же детей по порядку, как работать. Вот. Но вот в Якутске я знаю, что вот раньше все шли в подросток, и вот через подросток как-то устраивались. А сейчас через свои лагеря, может, в Якутске то, что у нас только дневные лагеря, может быть, да, ну и вот лагеря, которые у нас республиканского масштаба есть. Туда идут дети с Якутска. Кстати, Ирина Павловна, а вот по поводу возвращения в школу именно патриотического воспитания, да, о котором вот у нас и Арсений Сергеевич начал говорить впереди России всей, и сейчас вот на уровне России уже говорят о том, что нужно возвращать патриотическое воспитание. Сегодня очень как ваше мнение? Это необходимостью стало. Мы должны идеологическое, патриотическое воспитание активизировать. Знаете, с этого учебного года, с прошлого сентября,
того года, да, у нас в школах есть единая воспитательная программа, она уже структура, вот темы, все уже заданы. А наш министр Сергей Сергеевич Кравцов недавно инициировал с 1 сентября следующего учебного года будут уроки «Поговорим о важном». В каждом классе каждую неделю будем проводить уроки. А потом мы тоже инициировали уроки гражданственности. Вот я сама лично провела урок, вот, чтобы директора вели уроки патриотизма, да, чтобы не только в своей школе, но и в других школах с другими детьми поговорили о важном, о патриотическом воспитании, о любви к родине. Вот это вот. И, ну и, конечно, наша символика, которую мы поднимаем флаги, поем гимны. Ну, в республике у нас уже традиция с 19 года. Арсений Сергеевич у нас инициировал, а теперь в России уже с 1 сентября вот обязывает. Но мы это уже давно делаем. Поэтому нам не привыкать, мы это дальше будем петь и поднимать флаги. А вот было предложение о том, чтобы создать организацию наподобие пионерской, новую, детскую. «Большая перемена», по-моему. Вот. «Большая перемена» — это просто конкурс разных проектов на самом деле. А вот детское движение — это российское движение школьников. Вот. Просто она была у нас на самом деле в эти годы, да. Нынче я пригласила руководителя. Это российское движение, поэтому руководитель назначается с Министерства просвещения. У нас есть такой руководитель в республике. Я ее пригласила к себе. Вот рабочее место в министерстве нашли для нее, чтобы она работала уже очень активно со всеми районами, школами. Эта работа у нас единое вот такое российское движение школьников, она уже началась. То есть можно будет ее на эфир пригласить? Да, можно. Она очень открытый человек. Расспрашивать, как зовут ее? Макарова Нюргиана Владимировна. Она опытный человек. Вот. И Оксана Тагировна у нас, депутат Эл-Тюмен, у нас курирует российское движение школьников. Приглашайте, они много вам расскажут, что такое детское движение сегодня и как оно должно развиваться сегодня. Да, у нас в 90-е годы свое же движение было, Джулур, вот, региональное. И они вот с РДШ вместе работают сейчас. Ну, то есть трудно придумать что-то, чего у нас в республике не было, да? Да, вот именно. Правильно. Ну, давайте, пока время позволяет, вернемся к выпускникам, поговорим о выборе профессии. То есть, ну вот профориентированно — это очень важный такой момент. Вот как быть тем, кто не определился? Хорошо, когда, конечно, человек знает уже, куда он будет поступать, кем он будет, вот, но не секрет, что есть ребята, которые до последнего не могут определиться с выбором профессии, вуза и так далее. Вот, что бы вы Да, советовали? это очень сложно. На самом деле это выбор профессии, если мы ребенка заранее подготовили к этому, ребенку будет трудно. Трудно в начале жизни, когда уже закончил школу, даже когда сдают ЕГЭ, выборные предметы не те, например, да, ребенок уже начинает искать себя, уже пробует в одном учебном заведении, в другом учебном заведении. И вот может так и жизнь пройти на самом деле. Поэтому как помочь им? Ну, сейчас, наверное, есть, конечно, у молодежи много возможностей через интернет, через себя как проявить, себя как найти в этой жизни, да. Просто нужно им много рассказать, какие профессии у нас есть. Есть новые профессии, современные профессии. Есть целый атлас новых профессий. Да, и этот атлас мы совершенствуем с каждым годом, потому что у нас новые профессии появляются в жизни. Дети наши об этом могут и не знать. Поэтому сложно бывает. Просто надо поговорить с ними. Таким детям я бы посоветовала идти к психологам, скорее всего. Сейчас вот это очень важно стало, чтобы психологи нам помогли найти себя. Да, и сейчас же говорят, что ценятся вот эти soft skills, это новые компетенции. Новые компетенции и так далее. Ну хорошо, у нас есть буквально минута. Давайте я вас попрошу обратиться к выпускникам и какое-то напутственное слово скажите. Я бы сказала всем выпускникам, их у нас более 7 тысяч сегодня, и уже начались экзамены. Я хочу, чтобы
вы успешно сдали экзамены, поступили, получили ту профессию, которую вы хотите. Ну и самое главное, чтобы вы вернулись в свое родное село, район, чтобы вы все были полезны для своей родины. Вот так. Все, спасибо большое, Ирина Павловна, за беседу. Желаю вам успехов в работе, а выпускникам школ, гимназий, лицеев успешной сдачи ЕГЭ и всем сдать на 100 баллов, получить по 100 тысяч в год столетия Якутии. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нашу программу по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.